Новое правительство со старыми кадрами намеревается продолжить программу экс-премьер-министра Мухаммедкалы Абылгазиева «Единство, доверие, созидание». И в связи с экономической ситуацией планирует особо уделить внимание в 11 направлениях. Боронов отметил, что в течение 3-4 месяцев их команда будет работать над восстановлением экономики и над стимулированием бизнес-сектора. До ухудшения эпидемиологической ситуации правительством Кыргызской республики были рассчитаны все экономические прогнозные показатели, согласно которым объем ВВП сократится на 5,3%. По итогам 5 месяцев 2020 года объем ВВП составил 186,3 миллиардов сомов, сократившись на 4,8%. Без учета месторождения Кумтөр данный показатель сократился на 6,4%. Хочу прямо сказать, моя цель заключается в восстановлении экономики страны и недопущении снижения уровня ВВП ниже прогнозируемого показателя в 5,3% до конца года. Однако нардеп Наталья Никитенко отметила, что об инвестиционных проектах, о которых говорит претендент на пост главы Кабмина, слышали и 5, и 10 лет назад. По ее мнению, программа правительств слабо представлена. Депутат попросила не продолжать курс прежнего правительства на неэффективность, нескоординированность работы госорганов. Меня действительно пугает ваше заявление, что вы будете продолжать курс работы правительства Абылгазиева. Я понимаю, что практически 99% состава остается прежним. Убедительное обращение: не продолжайте курс правительства Абылгазиева на неэффективность, нескоординированность работы государственных органов. Впрочем, это была единственная более или менее конструктивная критика в адрес Боронова. Больше депутаты особо не критиковали нового назначенца. Депутаты в основном ограничились пожеланиями и общими вопросами. Народные избранники призвали правительство забыть, что оно временное, и работать на всю силу, дабы выйти из экономического кризиса и ситуации в целом. А также поинтересовались, чем именно Кабмин займется в ближайшие 100 дней. За 100 дней, которые вы будете премьером, с вице-премьерами, какие вы вопросы решите? Вопрос с пастбищами надо решить. Я еще работу не начал, но понимаю, что почти между всеми районами есть большие проблемы с пастбищами. Завтра в 10 часов у нас с казахскими коллегами состоится видеовстреча по решению проблем с грузоперевозками. Надеемся решить все проблемы. Депутат Зарылбек Рысалиев поднял вопрос о контрабанде, мусоропереработке и теневой экономике. Он поинтересовался, сможет ли кандидат в премьеры решить эти проблемы в ближайшее время. Вы не человек с улицы, и мы стали свидетелями вашей работы. Вы прикладывали все усилия, и ваша заслуга в виде честного труда – это есть. Я верю в ваши успехи на должности премьера. Вы назвали 11 направлений своей работы. 3 проблемы можете довести до конца: контрабанда, переработка и теневая экономика. Мы хотим ввести акцизные марки на нефтепродукты. Основной объем контрабанды ГСМ завозился под другим видом топлива. Мы планируем на автозаправках ввести автоматизированную систему, где будут отражаться доходы напрямую в налоговой службе. Тогда мы будем знать, сколько бензина продано на той или иной автозаправке. Не смогли депутаты не спросить о предстоящих парламентских выборах. Депутаты были встревожены над тем, возможно ли какая-нибудь партия перетянет правительство в свою сторону. Я вчера после коалиции был на приеме у президента. Он сказал, что первым требованием должно быть проведение чистых и прозрачных выборов. Проведение выборов – принципиальный вопрос, потому что наши достижения в проведении выборов стали образцом для других стран. Заседание длилось до обеденного времени. В итоге за Куатбека Боронова проголосовало 105 депутатов, 2 были против. Таким образом, в составе правительства с новым премьер-министром поменялись еще 3 кадра. Это первый вице-премьер-министр в лице экс-депутата Алмазбека Батырбекова. Новым главой Госкомсвязи стал бывший директор парка высоких технологий Алтынбек Исмаилов, а также поменялся рукав правительства. Теперь эту должность занимает бывший статс-секретарь МЧС Талайбек Темиралиев. Айдаматбекова, Калайбек Абдумамутов, Нью ТВ.